Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня наконец-то сбылась моя мечта, и ко мне в гости приехал всеми нами знакомый и горячо любимый Александр Ильич Борисов, автор телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии». Вы его все знаете. Его канал находится у меня в рекомендованных. Сейчас мы с ним поедем на рыбалку. Мы находимся на лодочной станции, вот, смотрите. И вон там Владислав сейчас подготавливает свою лодку. И, соответственно, собственно, сам Александр сейчас прилетел и подъедет на машине. Я сейчас подъеду и встречу. Поехали. Так, Тит Владимирович, вот, сейчас он будет качать киль. Оказывается, я предположил, что у меня киль не накачан. Только что отъехали, вот. Ребят я встретил. Вон там Александр Ильич поехал с Владиславом. Сейчас Тит будет по пути качать киль. Все нормально? Все нормально, качаем. Кили качай да ты утти баран хе. Это кили качай да бадах пыта. Бар. Это дигнен нормально барар быгына. Хүббе бештакка нормально барар быгына. Ду манык жып матар дүргетик бырыктак. Түрген болуктак да. Bir banda götün ardaqa otuqtağır. 25 kuruna hedi utum. Баратын сөйкен күйіққа. Ha? Тақтан әйті туары қағбы дейді. Манныга бит, а? Хаңа көрдім. Yine mandık çiçek. Bitti. Киле оқты. O indiger era. İndiğer var kıyla. İndiger killa. Onu propaganda to'satdan var. Килін угоддары бит, да? Tamam mandık. Итак, вот Александр Ильич нам
рассказывает про вот эту лодку и как ее правильно накачать и содержать вот это давление, выдержать в этой лодке. Оказывается, я не докачал баллоны, из-за этого она у меня очень плохо идет. Всю ее... 0,35 атмосфер должно быть примерно. Баллон. Баллоны, ага. А киль где-то 0,38 где-то. Вообще-то там должно быть написано. Так, ну мне этот парень сказал, что вот эти баллоны, объемы, вон написано 0,25 бар вот эти. Вот, ага. И 0,3. Во, не 0,35, а 0,25. Эти 0,25, там 0,3 центральный кильсон. Вот так. На ощупь где-то 0,15 говорил я тот, да? Да, вот. Ну, вот так вот. Вот Александр Ильич нам показал, как должен быть. На ощупь он примерно должен вот как барабан. Вот. Барабанить. Вот. И киль, получается, должен быть больше накачан, да? Ага. 0,3. Это вот 4 отсека получается, да? 4 отсека, ага. Сначала накачиваем, получается, задние, да? Да, Потом. Не важно. Нет, здесь нюанс такой, что ребята сказали, вот и если ты пробьешь, лучше накачай больше вот эти первым делом, задние, а потом передние, потому что если ты пробьешь, то у тебя вот эти баллоны будут больше накачаны, они как бы внутри это еще там выпуклые будут. Вот такой тоже есть нюанс. Тит Владимирович, как всегда, все снимает. Давление больше, тот эту вот поперечину туда-сюда толкает. Если это чуть больше накачаешь, он все равно уравняет. Да, туда толкает. Это вот внутреннюю перегородку, я так понял, да? Перегородку межбаллонную. Ага. Все равно уравнивает. Ну, старается уравнять. Плохо это. Владислав Дмитриевич впервые видит такую лодку, да? Вот. Ну, мы сами тоже впервые ее видим. Я сам тоже впервые вижу. Вот первая моя эксплуатация. Вот, с мужиками поехали. Вещи, вот это, все вещи я везу. Вот так вот. Киль так не хочу. А киль вот здесь вот. Ага. Это получается у нас носовой баллон. Что шумит? А, вон там спускает, по-моему, клапан этого. Ага. Вот это получается, чего это? Аварийный сброс, да? Нормально. Автоматически. Ага. Он сейчас подспустит и... Нормально будет, да? Потом воду, когда опускаем, вы говорили, все равно она это, воздух сужается и, да? Ага. Ясно. Охлаждается температура. Да. Давление меньше. Дмитрий Пельков, который разработчик вот этих лодок, он мне сказал, качай до упора вот этим насосом, не переживай, потому что 0,25 баррелей накачать не так легко вот таким ножным насосом. Скорее у тебя лопнет вот этот насос, он сказал, сломается, чем ты перекачаешь эти баллоны. Так что вот так вот, друзья. Александр Ильич нам, конечно, тут мастер-класс показывает. Мы-то тут, мы такие. Так, этот вот. Ага, этот кильсон. Я вот думаю, его как качать-то внутри, стоя внутри, или в воде все-таки. Потому что ребята некоторые писали, что лучше опустить в воду и в воде качать. Вообще-то шланг желательно длинный бы, да? Шиба было это. Телереха. Вид у нас мастер по накачке. Горячий насос.
Птица Владимирович, вот посмотрите, сколько я вещей везу. Ну тут примерно сколько, я сейчас скажу. Так, раз, два, три, четыре. 4 бака по 40. Ну и так вот. Тут наш вес с китом и мотор. Потом вот палатка, тут рюкзаки. Одну канистру я еще перекинул Владиславу на его мотор. Поэтому у него там чуть побольше. И еще я туда ему бросил рюкзак кита и кое-какие рюкзаки. И вот у меня вот сложилось такое впечатление, что у нас не докачана лодка, потому что мы едем, и она прям чувствуется, полы вот так вот ходят. И из-за этого накачиваем. Так, ну вот с мужиками накачали лодку, оттолкнулись от берега. Сейчас будет проверка, как пойдет. Давайте все вместе на это посмотрим. Поменялись местами с китом. Так, вот подъехали к устью Индулюнга. Это горная речка. Особо охраняемая природная территория. И посмотрите, вот на устье Индулюнга сейчас вот в данный момент действует один лесной пожар крупный. Вот он, видите, вот этот дым от пожара. Вот. Все заволокло дымом. Для того, чтобы пребывать на Индулюнге, нужно разрешение департамента биологических ресурсов. Вот мы с друзьями его получили. И сейчас поедем на эту речку и будем там рыбачить. Попытаемся поймать трофейного тайменя. Ну и будут линьки, соответственно. Вот видите, вон дым видно вот. И вообще вот сейчас вот южный ветер немножко такой, и от пожаров, вот, которые у нас в южной на стороне республики, дымом все вот заволокло. Видите, вот с этой стороны вот более-менее такое чистое небо, а здесь уже все в дыму. Солнца не видно, хотя сейчас всего лишь 9:30 времени. Поехали дальше. Вот речка Индулюнг.
Так, вот подъехали, заправились. Александр Ильич уже здесь. Смотрите, он кто-то кого-то подцепил. До этого Тит Владимирович поймал небольшого езя. Мы его отпустили. Сейчас вот Александр Ильич кого-то поймал. Ну, пока вот перекусывали. О, посмотрите, какой большой ясь, кажется, идет. А может, сик. Еще не знаем. Ну, вот он идет, вот. Заблесной. Не, идет. А, это окунь же, окунь. Не. Ясь. Ясь. Но, правда, большой ясь. Крупный ясь. Можно сказать, ясь моей мечты. Килограмма 1,5 может. Вот теперь вот фотографируйтесь. Теперь нам можно фотографироваться. Да, вот Тит Владимирович удивился. Очень крупный, говорит. С почином, с почином. Первый же, второй же заброс, на второй заброс сразу. Не, его так не получится взять, наверное, лучше это. Во-во. За пузо как-то. О, он играет, вот рыба. Вот я когда заезжал, вот здесь вот, там был большой всплеск. Довольно-таки крупный всплеск был. Вот сейчас крупная, видимо, щука или что ли там. Здесь рыбы полно, в общем. Но нам нужна другая рыба. Поэтому мы сейчас двинемся дальше, вверх. Наша цель, конечно, поимка трофейного тайменя. Ну и либо линка, что получится поймать. Да? Хорошая рыба. Жить будет это он. Так, кровь с этого. С губы там, все прочее. Вот. Конечно, будет жить. Полтора килограмма. Вот я тоже где-то ближе к 1,5 склонялся. 1,5 килограмма. Есть. Да, вон они не отпускают его. В общем, так вот. Вот посмотрите, как горит. Вон там горит. Эти крупные пожары из-за того, что их нерационально тушить, то есть затраты могут намного раз превышать ущерб, причиненный этим пожаром. Они закрываются решением, правительственным решением комиссии чрезвычайных ситуаций, поэтому приостанавливается тушение таких пожаров, поэтому вы ничего не подумайте. Вот. Поэтому мы просто наблюдаем за динамикой этого пожара, работы лесничества. Вот здесь тысячами гектаров сгорает. Вот. Но у нас так повелось в России, что нет средств никогда на тушение. Из-за этого вот результат всей этой деятельности. Видимость 0, идем по приборам. Так, вот набрали воды. Здесь вот остановились на ночлежку. Так, время 1:30 ночи, и мы
как приехали, не выдержали. Вот. Решили все-таки попробовать покидать. Посмотрите, вот все готовимся к ночной рыбалке. Так, Александр Ильич там кого-то взял на мыша. Давайте посмотрим, кого он взял. Кажется, это ленок. А, не, сик. Да? Ты не лиди? А? Не, Есть. что такое? Ясь, который мышей пытается, да? А? Да, вот ясь попался на мышь. Вы посмотрите, какие тут язи. Ничего себе. Что, даже мышей едят, что ли? Вот это да. Да, вот это да. Я даже не слышал об этом, честно говоря. Что здесь на мышей охотятся, да? Да, бывает, бывает. Даже караси на блесну иногда ловятся. Вот так у него губа немножко. Пусть дальше и мышей ест. Сокращает количество, численность мышей, да? Посмотрите, как записывает передачу Александр Борисов, свою авторскую передачу. Сейчас он комментирует. И у него совершается поклевка. Посмотрите, как красиво. Вот что значит мастерство. Он стал, кстати, в хорошем месте. И у него взяло на мыша. Давайте посмотрим. Поближе подойдем все. Кого-то взял Александр Ильич. Подсадчика нету, жалко. Опять он, что ли? Ты смотри-ка. Что, есть, что ли? Опять он. Тот же, наверное, да? Да. Побольше. Побольше. Килограмма под 1,5, наверное, где-то, да? Мы тоже хотим язя поймать хотя бы. Тут язи мыши едят, если кто не в курсе. Так, у нас тоже есть поклевка. Маленький, маленький. Маленький язик, подъязок. Подъязок. Тоже есть. Да, не маленький, слушай. Здоровый, ага. Почти по 2, наверное, есть. Под двушку. Че, как взял? Скажи-ка. Жадно взял, да? Жадно на все 3.
На все 3 крючка берут. Вот смотрите, какие ези. Жадные. Какую блесну берут большую. Так, утро следующего дня. Значит, произвели заправку, заменили винты, спрятали топливо, которое будем возвращаться. По 50 литров спрятали. И вот сейчас вот снизу поднялась группа туристов на моторных лодках. Впереди нас проехали. Сейчас, наверное, их догоним. Вот посмотрите, как мелко. Песочек. Тут засели. Владислав, вон он едет кое-как. Сзади. Так, мы тут с Титом тоже засели. Даже на резиновой лодке. Вон там вот. Александр Ильич говорит, там рыба есть. Кидайте, говорит, на здоровье. Если время есть. Ну вот, опытные людей сразу видно, не то что мы туда заехали, вот, засели с Титом. Вот посмотрите тут как идем. Очень мелко река. Очень мелкая, обмелела сильно. Че, порыбачим здесь? Кипиш такой был. Окуней просто море. Кидали, вытаскивали. И сразу щуки пришли. Что такое?